Острая летняя проблема региона – нехватка воды, вернее ее полное отсутствие в некоторых населенных пунктах. Какие меры будут предприняты? Медицина, культура, демография, индексация пенсий и социальные гарантии. Готовы ли поддержать поправки в Конституцию жители Ингушетии? По федеральной программе «На радость детям и их родителям» расскажем о сроках и качестве строительства школы в Карабулаке. На телеканале «Ингушетия новости 24». Здравствуйте. С наступлением лета жители Ингушетии вновь столкнулись с проблемами водоснабжения в некоторых населенных пунктах. Питьевая вода отсутствует напрочь, а водные процедуры стали настоящей роскошью. Ситуация действительно напряженная, и в связи с этим глава региона распорядился срочно создать комиссию по решению этого вопроса в кратчайшие сроки. Какие меры будут предприняты и как сейчас обеспечивают людей живительной влагой, выяснял Микаил Тангиев. Мощный напор воды поступает в колодец Матиевых, а засухи в летний период на время можно забыть. Не так давно семья обзавелась собственным участком за каналом Вальтиева, но провести водопровод так и не получилось. Недавний пожар разрушил все планы, и поэтому для них подвоз воды – это ощутимая поддержка, делится хозяин дома. В любом случае. Следующий пункт доставки живительной влаги – село Гамурзиево. В одном из домов проживает семья Бузуртановых. Сюда они переехали 4 года назад. И тогда же во дворе был выкопан колодец. Перебои с водоснабжением здесь довольно частое явление, жалуется хозяйка дома. Летом вообще нету воды. А как вот у вас колодец стоит? У нас колодец. А люди, у которых нет колодца, приходят, вот у нас воду берут. Мы им отдаем. С такой проблемой столкнулись жители некоторых населенных пунктов региона. В качестве вынужденной временной меры местными властями для жителей был организован подвоз воды. Большую работу в этом направлении проделали в Назрановском районе. В круглосуточном режиме в городе задействовано 4 машины во всех наших округах городских. Вода подвозится в достаточном количестве. Вот на этот момент, в принципе, вот только такие маленькие такие случаи, где вот адресно звонят, они остались, а так по большому счету вот проблема вот на данный момент вот, она практически вот решена. И эта работа будет продолжаться до того момента, пока мы так кардинально не изменим ситуацию уже с конкретной подачей воды. Первый заместитель председателя правительства Михаил Элезов по поручению главы республики Махмуда Али Калиматова выехал на Альтиевскую водозаборную станцию, чтобы лично оценить ситуацию с добычей воды. На место также прибыли зампредседателей правительства Тимур Фаттахов и Исрапил Латыров. Осмотрев насосное оборудование, комиссия приняла ряд решений для того, чтобы полностью покрыть потребность жителей водой в летний период. Для этого нужно будет заменить ряд насосов. Сегодня же выходим на производителей в Орловской области. Уже с понедельника начнется подписание договоров и уже непосредственно поставка насосов для того, чтобы мы их устанавливали. И мы ориентируемся в течение недели, максимум 10 дней, на то, чтобы привезти эти насосы новые, установить, наладить и запустить. Директор Ингуш-регион-водоканала подчеркнул, что на данный момент насосы качают до 22 тысяч кубов воды в сутки. В летний период объем потребляемой воды увеличивается практически втрое, и тех возможностей, которые имеются сегодня, недостаточно. Новое оборудование позволит повысить добычу воды на 10 тысяч кубов, а то и больше. Необходимо провести модернизацию некоторых насосных оборудований, я имею в виду насосных станций, в том числе Кантышевская, Сунжская насосная станция, Альтиевская. Но дело в том, что надо увеличить всего лишь навсего, хотя бы увеличить мощности на 30%. Пока хотя бы. Поэтому вот сейчас правительство собрались мы вместе, да, решено, что найдем средства для этого. Только на Альтиевском водозаборе планируется установить около 4 новых насосов, а в Кантышеве уже прошли работы по установке нового оборудования. Это позволит увеличить объем подаваемой воды в дома граждан. Глава региона держит эту ситуацию на личном контроле, и в скором времени власти обещают окончательно решить вопрос с перебоями водоснабжения. Микаил Тангиев, Магомед Даскиев, Новости 24.
Вы одобряете изменения в Конституцию? Вопрос, на который будут отвечать миллионы россиян. До голосования по поправкам в основной закон страны остается все меньше времени. От их честного и прозрачного проведения зависит будущее страны. Изменения касаются многих пунктов. Один из них предусматривает обязательную ежегодную индексацию пенсий. Готовы ли поддержать поправки в Конституцию жители Ингушетии, узнала Тамара Хашагульгова. Одна из статей Конституции содержит норму о пенсиях, однако об их обязательной индексации речь идет впервые. К слову, на том, чтобы зафиксировать в основном законе обязанность государства индексировать выплаты пенсионеров не реже раза в год, настоял сам Владимир Путин. Поправку в 75-ю статью Хожахмед Касеев, бывший депутат и общественник, считает одной из самых необходимых. И не потому, что он сам на заслуженном отдыхе, а потому, что в стране много тех, чей основной доход – это как раз такого рода пособия. Индексация пенсии – это очень правильное решение, поскольку у нас мы смотрим телевизор и даже показывают по центральному телевизору этих старых пенсионеров, которые получают 7-8 тысяч пенсий. На этой пенсии никак не может российский человек прожить. У нас пенсии тут немного, чуть-чуть, я чувствую, выше. Социальный пакет, касающийся детей, медицины, минимального размера оплаты труда, который будет не ниже прожиточного минимума, и гарантии, предоставляемые работающим гражданам. Поправки, затрагивающие социальную сторону, занимают особое место. Поправки, касающие пенсионных выплат, индексации, здравоохранения, природопользования, охрана природы, водных ресурсов, недр пользования. Все это включается в эти поправки. Да и раньше в Конституции это было включено, но в какой-то мере это не работало. Видно от возраста Конституции. Мы обязаны выйти, как законопослушные граждане, обязаны выйти и проголосовать. Как будем голосовать, это вопрос каждого. Он на свое усмотрение подумает и проголосует. Поправки в основной закон гарантируют не только социальные гарантии, но также позволяют сохранить этнокультурное и языковое многообразие. Так, согласно изменениям в 68-ю статью, страна гарантирует народам, проживающим на ее территории, право на сохранение родного языка и условия для его изучения и развития. Многие в республике такие постулаты считают важными и надеются, что они все-таки будут закреплены на законодательном уровне. Ведь роль родного языка непереоценима. В этих поправках мне очень понравился один пункт – сохранение национальных языков. Сегодня в нашей республике делается очень много, чтобы сохранить наш родной язык. Много участвуем в мероприятиях, где мы постоянно говорим об этом, чтобы наши дети, наши взрослые, чтобы мы говорили на родном языке. И все это отражается на этой Конституции, чтобы мы свободно могли заниматься сохранением нашего языка. Поэтому очень много плюсов для того, чтобы пойти и проголосовать. Мы заявляем о себе, что мы такой же полноценный субъект Российской Федерации, где мы можем высказать свое мнение и сказать или да, или нет. Поэтому хотелось бы, чтобы в масштабе России Ингушетия заявила о себе на выборах и проголосовала. Граждане не могут голосовать за каждую поправку в отдельности, так как оставить свой голос можно только за весь список изменений. Это предлагает формат голосования плебисцит. Всего поправок 206. С их принятием существенные изменения грядут практически во всех сферах. Сюда выехал, вардау хацик даглаца, шинхетыш долхам задали, спротив дали, шинхетыш долхам да янцик чува дикр вян хетсуна, ваймех малбах дол бусобнах, весхан волч Аллаху ши қилан сани схожимуш зметтик вайн қаман вайнаха галашты бусобнаха пейдене юэлис беркати юэлис сын белхтехле вайн дикинейн Аллаху. До общероссийского голосования меньше 2 недель, но этого достаточно, чтобы успеть изучить весь список изменений и ответить на один единственный вопрос. Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации или нет? Ведь поправки вступят в силу, если только их одобрят половина от пришедших на выборы. Тамара Хашагульгова, Магомед Даскиев, Новости 24.
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, напомню, начнется уже 25 июня. Жителям нашей страны предстоит отдать свой голос за изменения, которые призваны в лучшую сторону повлиять на дальнейшую жизнь общества. Граждане Ингушетии также намерены проявить свою активную гражданскую позицию, и вот какие направления им больше всего импонируют в грядущих поправках. Хорошие изменения будут в статье, говорящей об изучении родного языка. Эта статья, значит, гарантирует поднятие статуса родных языков в нашем регионе. Это очень актуально, потому что родной язык, наш родной язык, ингушский, он стоит на стадии вымирания. И вот в поправках Конституции говорится о том, что статус родных языков будет приравнен к русскому языку. Органах государственной власти, в муниципалитетах могут пользоваться родными языками. Голосовать я пойду, конечно. Я считаю, именно сегодня, когда мы готовимся к принятию этих поправок в Конституцию, которые, кстати, выдвинул глава государства Владимир Владимирович Путин, я считаю, что это очень своевременно. Я считаю правильным, это когда занимая должностях типа председателя правительства, заместителей, министров, они не имеют права иметь двойное гражданство и иметь какие-то зарубежные счета. Я думаю, что в сегодняшней жизни это очень актуально. Я хотел бы призвать всех 1 числа прийти на избирательные участки и выразить свое отношение к поправкам Конституции. В любом случае, каждый из нас сегодня ответственен за то, что сегодня происходит. Северокавказский молодежный форум все-таки состоится. Пандемия коронавируса лишь видоизменила формат его проведения. Участникам проекта «Машук-2020» защищать свои проекты придется дистанционно. Окончательное решение по переносу форума в онлайн-формат было принято совсем недавно. Прием заявок начался 12 июня. О приятных новшествах проекта и почему в «Машуке» в этом году может участвовать неограниченное количество людей, расскажет Диана Дударова. Привет! Стал одной из самых популярных площадок в стране, территорией для открытого диалога и общения молодежи. В рамках него проходит насыщенная образовательная и культурная программа, очная защита проектов. В течение всего времени ребятам приходится жить в палатках и походных условиях, но для увлеченных своими интересными проектами комфорт уходит на второй план. Если изначально фестиваль задумывался для объединения молодежи СКФО, то сегодня в нем принимают участие ребята из 24 регионов России. Одна из ключевых задач Машука – формирование межрегиональных молодежных проектных команд, привлечение крупнейших работодателей страны с целью дальнейшего трудоустройства и приглашения на практику участников. Когда работа, деятельность таких людей, как вы, идет именно от сердца, она достигает максимального эффекта. Поэтому деятельность добровольцев, волонтеров, она, к сожалению, для государства чаще всего эффективнее, чем деятельность бюрократических структур. В этом году должен пройти 11-й Северокавказский молодежный форум «Машук». Он состоится с 10 по 26 августа. Правда, к традиционным требованиям дополнятся новые. Для участия обязательно понадобится стабильный интернет и установка необходимых приложений на телефоне или компьютере. «Машук-2020» впервые пройдет в режиме онлайн. Защищать проекты придется через видеосвязь. Лекции, тренинги и консультации с экспертами тоже будут, только в формате онлайн. Пандемия не стала преградой для молодежи, заявки уже начали поступать. Ингушские активисты тоже готовятся к участию. Если же обычно для региона выделялась определенная квота, то на этот раз защитить свои проекты смогут неограниченное количество людей. Комитет по делам молодежи делится. Самое главное сейчас решить вопрос с интернетом. Эту проблему будут прорабатывать с дирекцией форума и организаторами от республики. Просматривается вопрос в том, что если Роспотребнадзор даст нам разрешение, мы будем собирать наших представителей на одной площадке, примерно на базе университета Ингушского государства, на базе других колледжей, либо будем им более разбивать их по группе, чтобы минимизировать угрозу, примерно по 10-12 человек, и собирать их в отдельных кабинетах. Просто вы сами понимаете, что у нас есть проблема интернета, что примерно в Джейрасском районе, либо в других районах
в селах интернет иногда бывает с перебоями. А в этом году на форуме Машук есть условие, что если участник не провел в онлайн-формате менее 3-4 часов, он не допускается до грантового конкурса. Организаторами форума «Машук» выступают аппарат полномочного представителя президента России в СКФО, Федеральное агентство по делам национальностей и правительства Ставропольского края при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В этом году «Машук» будет организован в 3 смены. Первая – глобальные вызовы, которая пройдет с 11 по 16 августа. Это экология, цифровизация, наука и технологии, международные и межкультурные коммуникации и добровольчество. С 15 по 20 августа пройдет вторая смена «Национальный код». В рамках нее будут рассматриваться работы по истории, журналистике, предпринимательству, культуре и творчеству, а также спорт и образ жизни, политика и государственное устройство. Третья смена «Мастерская сообществ» с 19 по 24 августа. На ней участники представят проекты развития сообществ практики, туризм и сервис, развитие села и молодежная политика. До начала форума остается 2,5 месяца. Несмотря на тяжелую и пик-ситуацию, Комитет по делам молодежи планирует провести грантовое обучение, как и в предыдущие годы, но с соблюдением всех мер предосторожности. Будем проводить с ребятами уроки либо в онлайн-формате, либо очные встречи, и будем помогать им прописывать свои проекты, подавать их и защищать их. Тем более у нас есть региональные эксперты, которые будут оценивать их ребята, и они уже могут им конкретно сказать, на какие именно точки больше всего эксперты обращают внимание. И каждый год мы с ребятами, начиная от того, как нужно писать проект, кончая, грубо говоря, ораторским искусством, как нужно защищать свой проект, все это проводим. Даже проводим с ним уроки защиты. То есть для того, чтобы ребята не боялись защищать свой проект. В Комитете по делам молодежи региона надеется, что ингушская молодежь и в этом году отметится достойными результатами. Ингушетия уже дважды становилась победителем в округе по сумме грантов на молодежном фестивале. Так, в 2019 году при квоте в 240 человек мы выиграли грантов на общую сумму в 29 миллионов рублей. В 2018 около 24 миллионов рублей. Большинство проектов участников были социальными по улучшению экологии, популяризации физической культуры и спорта, поддержки социально незащищенных категорий населения. В числе последнего направления был и проект Лизы Евлоевой по созданию в республике специализированной автошколы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Я просто сама уже более 5 лет за рулем, и когда я, например, получала права, в этом действительно была такая острая проблема, потому что мне не выдавали права только лишь потому, что не было специализированной машины, то есть под колясочника. Поэтому я считаю это актуально, я считаю это нужный проект, потому что каждый человек с ограниченными возможностями хочет быть максимально мобильным. Лиза Евлоева является рекордсменкой Машука. Она заработала самое большое количество баллов за всю историю форума. Один из ее проектов «Другой взгляд». Интеграционный клуб уже 2-й год ведет работу в Назране. Он стал возможностью для особенных людей реализовать себя, получить дополнительное образование, спецпомощь, найти друзей и получить поддержку в трудоустройстве. В этом году Машук 2020 посвящен 75-летию Великой Победы. Участником Северокавказского форума может стать любой желающий от 18 до 30 лет. Для участия необходимо подать заявку на сайте Федерального агентства по делам молодежи. Регистрация доступна до 20 июля. Максимальная сумма гранта в этом году составит около 300 тысяч рублей. Диана Дударова, Магомед Шаукалов, Новости 24. Выплаты и пособия будут назначать без дополнительных справок. Такой документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Но это не значит, что получать их теперь сможет кто угодно. Проверять право на получение выплаты будут путем межведомственного взаимодействия. Различные госведомства самостоятельно проверят заявителя в своих списках и найдут о нем информацию. Кроме того, будет ограничено количество окон МФЦ и сокращен перечень других доступных услуг, исходя из эпидобстановки в конкретном регионе. Одобрить решение должны местные власти. Более 30 социально значимых объектов планируют открыть в этом году в регионе. Это 15 детских садов, 11 школ, 3 учреждения здравоохранения, 1 спорткомплекс, объекты водоснабжения и благоустройства. Новые условия для получения качественного образования предусмотрены и в Карабулаке. Там активными темпами возводится школа, рассчитанная на 720 мест. Объект строится в рамках федеральной целевой программы.
Еще несколько лет назад за вторым переездом по улице Кирова были пустые поля, отведенные под пастбище для скота. Со временем город расширялся, и теперь мы видим, что новостройки разрастаются и занимают все больше территории. В связи с увеличением численности населения, уже превысившим отметку 41 тысяча человек, здесь остро встал вопрос о развитии инфраструктуры, в том числе строительстве школы и детского сада. 150 рабочих и более 10 единиц строительной техники задействовано при возведении здания площадью 4000 квадратных метров. Строители поделены на отдельные бригады. Большая их часть заняты внутренней отделкой. Одна из таких бригад под начальством Адама Гагиева штукатурит стены. Объем у нас там примерно 2500 объем. За месяц мы постараемся. За год здесь залили фундамент, возвели стены и провели все необходимые коммуникации. Рабочие заняты в основном интерьером и экстерьером здания. По коробке уже можно представить масштаб будущей школы. Строится она с соблюдением всех норм и правил. Основная конструкция, бетон и арматура, прослужит как минимум полвека. Высота одного этажа превышает отметку в 3,5 метра. Несмотря на эпидситуацию, объект обещают сдать в срок. Во время карантина, так сказать, процентов на 40 затормозилась работа. Просто люди сами некоторые не хотели. Здесь мы не настаивали, чтобы люди работали, пока сами не проявят инициативу. Электрика закончена, в принципе, там осталось несколько процентов, имеется в виду кабинетов пару. И вентиляцией занимаемся, благоустройством зданий, коммуникациями, прокладываем уже канализацию, вот вы видите, и начали раскапывать теплотрассу. Общая площадь территории школы 13 тысяч квадратных метров. 3 этажа разделены на 5 блоков деформационными швами. Также имеется и цокольный этаж, где находятся основные распределители коммуникаций по всему зданию. В новой школе предусмотрят пандусы, лифты и санузлы для детей с ограниченными возможностями. Плюс ко всему, рабочим предстоит еще благоустроить территорию в 2 гектара. Бюджет строительства составляет 485 миллионов рублей, половина из которых уже освоены. Вот у вас мы видим здание само. Вот это вот то, что вот показано, это детские игровые площадки. 3 площадки наверху и 2 площадки внизу. То есть там будут устанавливаться городки, гимнастические, снарядные турники, эти вот вещи. Внизу, чуть ниже, у нас следующий уровень, он опускается на 2,5 метра. У нас футбольное поле, баскетбольная, волейбольная и беговая дорожка. У нас вот по благоустройству больше 200 саженцев насаждений деревьев. То есть там чащ фруктовый, ель, липа, клен астролистный и кустарники. Вот здесь вот перед зданием у нас получается стоянка для автомобилей, то есть чтобы могли детей привозить и увозить. 720 мест, 40 кабинетов, дополнительные залы для кружков и лабиринт учебных блоков. Школу строят по федеральной целевой программе. Это первое масштабное образовательное учреждение в городе, что облегчит нагрузку на вторую школу и гимназию. Рядом с учреждением уже на стадии завершения новый детский сад. Это еще одна отрада для родителей, которые смогут занять своих малышей. После завершения основных строительных работ к этим социальным объектам обеспечат доступный подъезд. Диана Дударова, Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24. Награда нашла своего героя. Багаудину Сагову присвоено звание народного художника Ингушетии. Высокие заслуги мастера кисти были оценены по достоинству. Работы Сагова приводят в восторг ценителей живописи, большинство из которых посвящены красоте родного края. Присвоение заслуженного звания теперь уже народного художника сподвигло организовать выставку в Сунже. Слово Харону Аздоеву. В копилке свободного художника Багаудина Сагова прибавление. Ему присвоено почетное звание народного художника Ингушетии. Он стал лауреатом не только по мнению комиссии, но и в глазах и сердцах всего культурного сообщества республики. За свою многолетнюю творческую деятельность Багаудин воспитал и приобщил к прекрасному не одно поколение. Его же собственные работы стали не только украшением большинства музеев региона, но и культурным наследием современности. Из-под его кисти вышло большое количество картин и работ прикладного изобразительного искусства, в которых ингушский художник пытался подробно проследить историю своего народа. А полученное звание народного художника дало прилив новых сил и вдохновило на организацию собственной выставки. Собираюсь создать персональную выставку. Но там будут работы, в основном это будут работы по быту ингушей, вайнахов, в древности, когда мы жили в горах, в башнях. Есть у меня одна идея. Вот у нас Идриса Базоркина написан прекрасный роман «Из веков».
Я хочу где-то штук 20 сделать акварельные иллюстрации вот к этому роману. С легкой руки художника в Доме культуры Сунжа появилась аудитория, в которой проводятся лекции по изучению ингушских адатов. Интерьерное оформление полностью соответствует тематике национальных обычаев и традиций. Мастеру кисти удалось воссоздать атмосферу бытности предков и передать колорит той эпохи. Именно здесь увенчалась успехом попытка воссоздания исчезающего общественного института, призванного привить молодым людям лучшие качества ингушского народа. И реализовать такой значимый проект наряду с другими патриотами мог только по-настоящему народный художник. Хотя этого звания Багаудину из-за своей скромности пришлось ждать долгие годы. Таких людей даже у нас, можно сказать, не очень много. И сегодня я, как никто другой, рада, что это все-таки, хоть и поздно, эта награда нашла него. Хочу его поздравить, сказать большое спасибо, что заметили его труд. И мне кажется, сегодня все-таки даже эта награда, это его еще больше подталкивает к нашему будущему. У него очень много детей, которых он обучает, декоративно-прикладное. Именно сейчас это лепка. Это не каждому дано. Любую работу, какой бы ребенок ни пришел, он идет навстречу, как вот со своим ребенком относится к любому. Человеку искусства стоит взять кисть в руки, нанести первый мазок, и перед ним открываются новые горизонты. Любой творческий процесс требует огромного труда, багажа знаний и неутолимого стремления созидать. А еще вдохновения, которого у Багаудина Сагова хватило бы на несколько жизней. Талантливому художнику не составляет труда призвать музу для создания очередного шедевра. Все для душевного подъема живет в нем. Уважение и любовь к своему народу, и своей культуре, своей самобытности, оригинальности, неповторимости своей национальной культуры. Вот и все вдохновение. Я когда езжу в горы с друзьями, я люблю обходить эти башни, трогать эти камни, и каждый раз я удивляюсь. Получение столь высокого звания – это подтверждение того, что проделана большая работа, которая заслужила внимание общественности и специалистов. Харун Аздоев, Адам Далаков, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале.